Адам Абукарович, рада вас видеть в нашем интервью. Я тоже очень рад, что вы пригласили. Вы у нас частый гость в нашем телеканале, рассказываете нам о тех перспективах, о тех успехах нашей молодежи, которые достигнуты. Создается очень много положительных условий, реализуются определенные программы помощи нашей молодежи. Известно, что ее процент у нас в регионе очень высокий, и это наша движущая сила. Да, действительно, у нас в регионе один из самых высоких процентов молодежи. Это всегда означает высокую нагрузку на сферу молодежной политики. Благо, в текущем году у нас получилось некоторые вопросы, задачи решить, достигнуть, поэтому, думаю, будет много объема информации, которую мы можем поделиться с нашими зрителями. Итак, самое главное достижение 2024 года для вас? Я могу сказать, совсем недавно, в начале текущего месяца, мы узнали, что стали победителями в рамках одной из программ, которая реализуется Федеральным министерством просвещения Российской Федерации. И на следующий год нам также будет выделена субсидия на расширение имеющейся инфраструктуры. Думаю, это для нас стало самым большим подарком. Если говорить на нашем языке, мы стали победителями, и порядка 58 миллионов рублей будет выделено в следующем году на развитие инфраструктуры наших детских лагерей, конкретно лагеря «Нефтяник», который находится в городе Малгобек. Думаю, это такое из самого свежего и приятного, то, что на следующий год мы не будем стоять на месте, мы будем максимально расширяться, усиливаться. Кроме этого, хочется отметить, что в текущем году мы завершаем ремонт. Я из передачи в передачу обещаю, но у нас до конца текущего месяца, до конца года мы завершаем ремонт, и уже в начале следующего года будет торжественное открытие нашего нового молодежного центра. Это также огромное такое подспорье для нас. Помощник – это как у родителя наконец-то вырос сильный, здоровый сын, который может ему помогать. То же самое у нашего ведомства. Нас до этого, можно сказать, было мало, то есть штат небольшой, 12 человек, и появление подведомственной организации новой в лице молодежного центра с штатом из 10 человек сильно поможет нам уже в следующем году. Мы набрали команду, завершаем ремонт их здания, помещений, общая площадь почти 1000 квадратных метров в столице Ингушетии, и это будет тоже таким, я думаю, прогрессом большим, и в следующем году это помощь и для наших общественных организаций. Сам молодежный центр называется «Дом молодежных организаций». Мы оправдываем название. На базе данного центра будут постоянно находиться штабы 15-20 молодежных общественных организаций нашей республики. Это самые активные, самые большие, крупные организации. Мы объявили конкурс. Наши НКО могли подавать туда заявки на предоставление им рабочих мест, возможностей. Мы выделяем кабинеты, выделяем необходимые рабочие места, и у них будет возможность у организации наконец-то развернуть свой офис, свой штаб, не платить за это, то есть это по сути как социальная аренда помещений под кабинеты для работников этих организаций. Взамен мы просим от наших общественников только одного – реализовывать свои проекты, мероприятия, свои активности, в том числе на базе этого молодежного центра. Очень много громких мероприятий прошло в этом году под вашей эгидой. Это наши форумные мероприятия. У вас был период, когда один форум заканчивался, начинался следующий. Ваши сотрудники были неустанно на своих рабочих местах. Мы их приглашали на интервью. Они приезжали из горного района. Видно, что уставшие, но довольные своей работой. И результат мы действительно видели. Вот нашу съемочную группу выезжали, и наши журналисты говорили о том, как все грандиозно и красиво прошло, и какие отзывы были у наших гостей. Да, безусловно, этот период мы могли целым марафоном назвать. Мы передавали эстафету от одного мероприятия к другому, и на каждом мероприятии было очень много участников, желающих, много заявок. Это показывает, что наш регион из года в год становится все популярнее среди молодежи в целом страны. К нам хотят приехать. Но в любом случае мы выделяли квоту минимум
50% участников должны были быть из Ингушетии, остальные 50% уже приезжие ребята. Таким образом мы делали, достигали нескольких целей, задач. Это и повышение культуры общения, межнационального общения наших ребят, и знакомство, обмен опытом, знакомство с нашим регионом. Порядка сотен молодых ребят уехали с этих форумов и будут положительно рассказывать о нашем регионе, доказывают каких-то своих когда будут собираться, говорить о том, как хорошо в Ингушетии, как красиво у нас, рассказывают про наши обычаи, культуру, традиции. Это всегда плюс для нашего региона. Я бы хотел отметить, что после форумов очень много ребят хотят второй, третий раз посетить наш регион. Они готовы быть туристами, приезжать с семьей и уже в качестве туристов помогать нашей экономике, нашим предпринимателям оплатой своей. Многие из этих ребят готовы выйти учиться у нас в регионе, готовы связать свою жизнь с нашим регионом. Такие примеры есть, когда ребята даже оставались у нас жить, создавали тут семьи. То есть такой пример есть, и это показывает, что есть такой маленький процент молодежи настолько полюбил регион, что готов связать свою жизнь с ним, значит, большая часть достаточно понравился наш регион, чтобы рассказывать о нем и быть нашими такими амбассадорами в своих субъектах и быть нашими друзьями, думаю, может быть, до конца своей жизни. Адам Абукарович, вот одно дело – это ваши усилия ваших сотрудников, которые прилагаются для организации этих мероприятий, а другое – это еще и материальные средства, которые необходимы для того, чтобы организовать такие площадки. Откуда их, можно сказать, добывали? Это все-таки помощь региональная или федеральная? Да, безусловно, нагрузка текущего года была максимально большой. Это было связано с тем, что нас поддержало Федеральное агентство по делам молодежи, и к имеющемуся бюджету нашего ведомства было добавлено еще федеральные средства. Они позволили нам намного расширить масштабы проводимых мероприятий. Порядка 300 мероприятий было проведено в этом году, как маленьких, так и крупных. Десятки тысяч молодых людей было охвачено в рамках этих мероприятий. Это все возможно, конечно, при поддержке как региональной нашей власти и руководства, так и федеральной. Мы участвовали в прошлом году в конкурсе «Регион для молодых», стали победителями, и полученное финансирование, половина из них, порядка 50%, было направлено на ремонт нашего молодежного центра. Вторая половина было уже направлено на проведение мероприятий. Таким образом, финансирования было достаточно, чтобы провести не 1-2 форумных кампаний, как обычно проходило, а целых 5. Обеспечить максимальный охват, проводить те лиги, мероприятия, конкурсы, фестивали, которые раньше мы хотели делать, но не могли из-за отсутствия, в том числе и необходимого для этого средств. Сейчас мы смогли решить этот вопрос. Кроме форумов, летнее время, почему мы делали летом, это связано с тем, что у нас образовательные учреждения временно закрыты, и это время было лучше потратить на форумные кампании. Но остальное время, это и весна, и осень, и зимняя часть, мы уже направляем на нашу молодежь. Бюджет направлен не только на крупные мероприятия, но и такие событийные, циклинные. Прямо сейчас у нас проходит параллельно несколько направлений. Хотел бы отметить про студенческую лигу КВН. Уже проведено более 30 репетиций, редактур. Мы подготовили 16 команд из 16 образовательных учреждений нашего региона. Они все были начинающими, впервые выступали на сцене. Их обучают, как вести себя на сцене, как формировать шутку, обучают работать с микрофоном, с зрителями. Это все идет, конечно, в копилку творчества нашей молодежи. Уверяю вас,
пройдя такую школу, такой отбор из 16, уменьшив этот список до 6, до финала дошли только самые сильные, и их выступления уже кажется, что вот эти шутки, эти выступления, миниатюры легко можно показывать на более высоких лигах. Ребята, которые месяц назад были любителями впервые, были раньше только зрителями КВН, в конце уже могут показывать такой высокий уровень игры. По крайней мере, жителям нашей республики точно понравится тот уровень шуток, который есть в этой лиге. Это касаемо КВН. Параллельно с ним шла еще фестиваль, конкурс студенческих театров. У нас были ребята также. Финал должен состояться в текущем году. Они будут показывать миниатюры, их обучали тому, как вести себя на сцене. Большинство в своем миниатюры, которые будут показываться, они связаны с нашей литературой родного языка. И вот финалисты также могут претендовать на денежный приз. У нас также нашелся спонсор, 100 тысяч рублей финалисты получат. Кроме этого, ведется работа и по предпринимательству. Мы запустили такой проект, как стартап. Обучаем наших ребят. Надеемся, что в текущем году проведем еще форум такой молодых предпринимателей. Также идет работа по сфере экологического воспитания. Мы совместно с коллегами из Министерства природы запустили цикл из 6 конкурсов. В каждом конкурсе экологическом по сбору вторсырья, конкретно макулатуры. Называется этот проект «Спасти Грута». У нас 72 школы по итогу в рамках 6 конкурсов будут охвачены. Мы определяем победителей. Детишки, которые больше всех собирали макулатуру, будут вывезены, как им поощрение, будут вывезены в нашу ледовую арену, смогут покататься, поесть в кафе. То есть такой мини-праздник устраиваем для таких классов, для ребят из каждой школы. От школы могут, в зависимости от результата школ, до 100 детей быть направленными. Мы ожидаем порядка 2200 детей. Планируем вывести. Цифра. Да, таким образом, если пересчитать, это порядка 1 миллиона рублей призовой фонд для детей. Кроме этого, от наших коллег из Министерства природы Республики Ингушетия выделяются призы уже для школ-победителей. Мы мотивируем не только школьников, но и дирекцию школы. В своей группе из 12 школ то образовательное учреждение, которое собрало больше всего макулатуры, получает приз в размере 30 тысяч рублей. Это проектор. Победителей будет таким образом 6 и порядка 200 тысяч рублей, почти 200 тысяч рублей призовой фонд, который выделяет уже Министерство природы. Вот совместными усилиями у нас получится такое мероприятие провести. Надеемся достигнуть результат в количестве собранной макулатуры в 70 тысяч килограмм. То есть это очень большой объем. Все это будет передано на переработку. Из них на заводах позже будет сделана другая продукция наша типографического характера. И 100 килограммов собранной макулатуры равноценно одному дереву. И таким образом 700 деревьев, это мини-такой участок леса, сохраняется. Кроме деревьев тоже хочется отметить, мы это рассказываем еще и ребятам, чтобы они понимали, что не только деревья не срубаются, сам процесс производства бумаги из дерева превратить в бумагу означает огромное количество выбросов. Возможно, это даже хуже, чем просто срубка деревьев. Пытаемся показать нашим ребятам, насколько полезна их деятельность, то, что они эту бумагу, которые тетрадки, которые они могли бы выбросить, лучше сдать на переработку. Вот такой проект у нас реализуется. Кто есть знает, вдруг вы вырастите такого активиста, который будет бороться в будущем с глобальным потеплением. Мы очень на это надеемся. Кроме этого, мы не забываем и про патриотическое воспитание. Каждый день, в текущем месяце, у нас проходят республиканские военно-тактические игры. Назвали мы их Турполхо. Они проходят у нас в Сунджском районе. Мы там импровизированный такой полигон сделали для ребят. Закупили технику, оборудование в виде лазертаг. То есть там сам турнир состоит из нескольких частей. Приходят условно 3 команды по 20 человек от 3 школ, и они уже должны пройти, набирать баллы. На каждой локации есть
локация, к примеру, огневой подготовки, им дается оборудование и небольшой такой полигон, где они бегают, стреляют друг друга, должны захватить флаги следующей команды. Хорошее оборудование используется для этого. А второй частью является полоса препятствий с метанием гранат в конце. Также есть и пилотирование беспилотных летательных аппаратов, наши БПЛА, виртуальное пилотирование, то есть подключается к моноблокам, ребята джойстиками управляют, их, перед ними идут и гражданские задачи, и военные задачи выполняются. Также и тактическая медицина, как вытаскивать раненых из-под огня, как оказывать первую медицинскую помощь. Вот так, из таких частей состоит наш турнир. Обязательно кормим ребят у нас, мы приглашаем, и получили поддержку также от нашего полка Троицкого. И по питанию это полевая кухня армейская. И по участию их оркестра в нашем мероприятии такой импровизированный хороший турнир проводится. В рамках одного турнира 60 человек охватывается, таких турниров 15. То есть мы охватываем 900 наших ребят. Мы разослали, определили команды из 60 школ, были удивлены рвению наших школ. Много школ подавали заявки, говорили, может, у нас тоже получится добавить список участников. То есть желание от руководства школ очень высокое, ребятам очень интересно. 105 человек, в общем, прошло через эти 3 смены. Вот за 5 дней, по сути, наши ребята, допризывная молодежь, можно сказать, прошла курс молодого бойца, почувствовал себя в качестве военнослужащего. И мы каждый год стараемся улучшать качество, эффективность своей работы. Всегда проверяю на стойкость, выдержку свой коллектив в этом плане. Я им безумно благодарен, особенно за текущий год, потому что по количеству мероприятий, это не кажется, когда идет мероприятие параллельно 3-4, когда ты делаешь сводку, за год, за месяц ты видишь огромное количество, ты выделяешь разными цветами в зависимости от направления. Охват молодежи очень большой. Я так понимаю, что этот показатель тоже учитывается в вашей работе, учитывая то, что ваша цель еще и социализация наших ребят, молодежи, привлечение их к активной деятельности, вовлечение в общественную жизнь, патриотическое воспитание, которое сейчас в фокусе внимания. То есть, учитывая то количество мероприятий, которые вы озвучили, то, что они проходят не одним этапом, а несколькими. Это тысячи ребят, которые поучаствовали в ваших мероприятиях. Да, действительно, наш показатель – это более 40 тысяч молодых людей, которые были охвачены нашим мероприятием, до которого мы смогли дотянуться. В целом, любая наша деятельность, любое наше мероприятие, неважно в какой это сфере, в сухом остатке – это постараться полезно занять время нашей молодежи. И когда у молодого человека есть время и его нечем занять, он может быть подвержен различным негативным проявлениям. Безусловно, это одно из основных задач нашего ведомства, чтобы наши ребята не были подвержены негативным проявлениям. Какое-то употребление запрещенных средств, подверженность идеологии, экстремизма, терроризма, другие направления. Над этим нужно работать, и мы стараемся увеличивать свое участие в их жизни, проводить больше мероприятий, вовлекать больше людей, заинтересовывать их, чтобы конструктивно использовать их свободное время, чтобы они были задействованы. Если молодой человек задействован, будь это учебой, будь это спортом, будь это каким-то творческим направлением, будь они активистами, участниками наших мероприятий, будь это рабочая молодежь, будь это предприниматели наши молодые, каждый из этих направлений отдаляет их от нежелательного окружения, от свободного времени и подверженности негативным проявлениям. Вот над этим мы работаем. У нас их 176 тысяч молодых людей.
мы можем охватить в год 40-45 тысяч, этого недостаточно. Нужно увеличивать свою работу, мы это понимаем. Благо у нас есть много коллег, которые нам с этим помогают. Благо сейчас у нас есть и хорошие общественные организации федерального уровня. У нас в регионе активно работает Российское движение детей и молодежи, движение первых. Кстати, в следующем году мы усилим взаимодействие. Они также будут располагаться на базе нашего молодежного центра. Они будут больше связки с нами, а не с Министерством образования Республики Ингушетия. Таким образом, у нас также появляется сильный помощник в реализации молодежной политики. То есть их деятельность, наша деятельность, деятельность нашей юнармии, наших подведов в лице молодежного центра, добровольческого центра, планы по созданию в следующем году патриотического центра «Авангард». Все это позволит максимально увеличивать охваты, дотягиваться до все новых и новых целевой аудитории, до нашей молодежи, увеличивать количество проводимых мероприятий. Так что с каждым годом такой идет нарост, мы это видим, есть к чему стремиться. Ни в коем случае нам нельзя сказать, что все галочки поставлены, все хорошо. Нет, всегда будет недостаточно, нужно всегда наращивать. Мы это понимаем, мы над этим работаем. Хотел бы отметить про инфраструктуру, которую я сказал. Вот мы стали в следующем году победителями. У нас в городе Малгобек на базе нашего парка находится подведомственная организация ГБУ «Молодой патриот». Это, больше, может быть, населению известно как лагерь «Нефтяник». Лагерю почти 50 лет, если я не ошибаюсь, 1976 года. С тех времен, уже Советского Союза, можно сказать, не проводился капитальный ремонт. 12 лет назад, если я не ошибаюсь, были установлены там модули, такие, населению это больше может под названием вагончики быть известно. И там в летнее время проходили лагеря, наш оздоровительный лагерь. Почти 200 детей отдыхали в течение 3 недель. Мы всегда заботились о том, что имеющаяся инфраструктура недостаточно, ее нужно улучшать. И такой возможностью стала программа по развитию инфраструктуры летнего оздоровительного отдыха, реализуемая Министерством просвещения Российской Федерации. Мы готовили заявку, мы ожидали в следующем году, 2025, подать заявку на 2026 год. Планы такие были, но неожиданно для нас был объявлен дополнительный конкурс текущего года, и он длился, обычно, может, зрители не знают, обычно пакет документов собирается несколько недель или месяц, ты к нему готовишься, проектно-сметная документация, другие программы, все это расписывается. Тут из-за того, что это дополнительный конкурс, дали 2 дня, то есть он начался 30 октября, завершается 1 ноября. Мы в авральном режиме подготовили заявку, подали ее, и вот буквально недавно, 2 недели назад, вышел приказ, мы стали одним из победителей, и не нужно ждать 2025 года, имеется в виду, чтобы подать заявку. В текущем году мы в числе победителей, в следующем году будут выделены средства. Мы с радостью убираем старые наши вагончики и вместо них ставим 2 больших быстровозводимых модуля. Они отличаются тем, что там нету двухъярусных кроватей, есть отдельный, как номерной фонд, помещение. За раз 4 ребенка помещается, а там не 8, не 6, небольшое количество. У каждого ребенка есть условия, санузел, ванная. Кроме этого, больше всего, чему мы рады, это отопление. То есть до этого у нас лагерь был только летнего плана, потому что не было отопления. Сейчас он станет круглогодичным, то есть есть отопление, отапливаемые помещения. Эти модули каждый из них позволит разместить 49 ребят, суммарно 98 человек в более таких хороших условиях будет размещаться.
Это плюс не только для лагеря, да, а в рамках лагеря мы сможем летом создать более лучшие условия для 2 смен наших ребятишек. Мы наконец-то можем на базе этого лагеря сделать молодежно-патриотический центр «Авангард». Это всероссийская программа, в каждом регионе должен был быть такой центр со своим помещением. К сожалению, до этого мы не могли выполнить эту задачу свободных помещений, где ты можешь размещать детей, но в регионе было недостаточно. Мы проводили сборы на базе нашего спортивного центра в Мужичах, но в любом случае это не был нашим подведомственным организациям. И хотелось, чтобы был свой центр. И мы наконец-то сможем к этому прийти, поставив эти 2 модуля, мы переименовываем наше государственное бюджетное учреждение «Молодой патриот» в «Авангард». Сам регион наконец-то сможет поставить галочку, выполнить одну из задач, которая стоит и перед регионом, ну и перед нашим ведомством как исполнителем. И мы можем круглогодично проводить на базе этого центра военные учебные сборы для ребят, увеличить охваты. На этот раз мы не должны платить за размещение, это наша подведомственная организация. Кормить ребят, расходные материалы, экипировка, там, маскировочные халаты, к примеру. И таким образом в следующем году наконец-то сможем выйти уже на другой уровень по патриотическому воспитанию. Мы очень рады этому. Но наш лагерь превращается в целый молодежно-патриотический центр в городе, на базе города воинской славы, нашего города Малгобек. Мы очень ждем этого. Из-за этого я в самом начале, даже как ответ на вопрос, было то, что радость того, что в следующем году сможем переломить эту ситуацию. Мы не прекращаем работать над инфраструктурой. Мы будем подаваться на различные конкурсы и программы. Мы хотим не 2 блока, чтобы их было 4, чтобы за раз можно было охватить почти 200 ребят. Мы также планируем участвовать в конкурсе. Нам с этим помогает наше Министерство строительства, разработка проекта сметной документации, чтобы у нас блок, где проходит питание ребят, также был отремонтирован. Это уже такое стационарное здание, в рамках другого конкурса отремонтировать его. В рамках конкурса «Регион для молодых» от Росмолодежи отремонтировать актовый зал. И таким образом мы надеемся, что за несколько лет наконец-то сможем резко повысить качество инфраструктуры этого центра. Хочется, чтобы еще было у нас несколько таких же молодежных центров. Благо нас поддержал глава Республики Ингушетия. Нам было выделено большое здание в городе Сунже. Наши зрители могут знать его потому что это раньше был корпус нашего Ингушского государственного университета. Здание более 2200 квадратных метров, 6,5 гектаров территория сама. Мы уже подготовили проект документов, и в начале следующего года, весной, если я не ошибаюсь, в марте, если не перенесут, будет конкурс «Регион для молодых», мы будем подаваться, выезжать, и если будет поддержка, то в 2026 году также будет проведен ремонт этого молодежного центра. Мы, по сути, идем к тому, чтобы создаем такую сетку молодежных центров. Есть в Магасе, в текущем году открывается, в следующем году открывается в Малгобеке. На 2026 год есть планы и возможности в городе Сунже. Потом следующим этапом будут более маленькие центры по площади, но уже открывать их, можно сказать, в кавычках, пачками, несколько центров за раз, их площадь позволит. Надеемся, что нас поддержат коллеги из муниципалитетов, они могут выделить старые свои здания, не отремонтированные. Мы можем участвовать в программах, получать финансирование, передавать нашим муниципалитетам, чтобы они провели ремонт, и на базе этих помещений площадью от 150 квадратных метров и больше открывать уже молодежное пространство и молодежные центры. Создав такую сетку, у нас уже получится эффективнее дотягиваться до молодежи каждого из этих районов. Мы очень хорошо понимаем, что
На данный момент больше охват происходит ребят из Назрани, из города Магаз, Назрановского района. Это, понятное дело, когда ты сам базируешься в городе Магаз, ты дотягиваешься до этих ребят. Но при этом необходимо проводить большую работу из сельской молодежи, выезжать, работать. И появление такой сетки молодежных центров, такой инфраструктуры нам поможет более эффективно работать над этим. Вот такие планы есть. Благо у нас в текущем году была встреча с руководителем Федерального агентства по делам молодежи. Ну, это молодежка страны, управляет Росмолодежь. И мы выехали, встречались с Гуровым Григорием Александровичем, выезжали вместе с нашим зампредом, курирующим молодежную политику, это Зурабовым Юсупом Михаиловичем, выезжали, общались и надеемся, что в следующем году нас поддержат, у нас будут средства и на проведение ремонта, и на проведение мероприятий. Значительные изменения, о которых вы уже рассказали, Адам Абукарович, и планы у вас грандиозные, 1000 квадратных метров. Благо, вы не рассчитываете только лишь на региональные бюджетные средства, вы стараетесь привлечь в наш регион дополнительное финансирование. И учитывая то, как вы готовите молодежь, сколько они грантов привозят, какие проекты ваш комитет представляет, вам это удается сделать. Мы вам благодарны за это. Спасибо вам. Мы поздравляем вас с тем, что было выиграно столько проектов, которые позволяют вам реализовывать ваши планы. Надеемся на большее в будущем. Спасибо вам.